Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова Карина. Сегодня по просьбе телезрителей телеграм-канала моего, кстати, подписывайтесь в телеграм-канал, расклад на его отношения с соперницей, что у него с соперницей. Естественно, этот расклад, мои дорогие, на Таро драконов, делается для тех, у кого любовный треугольник. То есть не надо загадывать человека, у которого вы только предполагаете какую-то соперницу, там, другую женщину или еще что-то. Это будет у нас расклад, его, кстати, есть у меня там на канале, на школе Таро или здесь на eLife. Есть такой расклад. Есть ли у него другая женщина? Есть ли у вас соперница? Если вы точно знаете, что там человек женат, у него жена, там, вы любовница, или вы узнали, что вы там жена, а у него любовница, или там вторая девушка появилась, а вы его девушка, тогда, конечно, вы смотрите, а что у него с соперницей вообще происходит. У нас с вами будет 3 позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его нашли и смотрите. Даже если оно записано много лет назад, им можно воспользоваться вообще любым моим видео на моем канале, на всех моих 4 каналах. Можно пользоваться абсолютно в любое время. Итак, что у него с соперницей? Вы загадываете мужчину, загадывайте вашу соперницу, может, у вас несколько их, там определенную, или ту, про которую вы просто узнали, что она, скорее всего, там уже точно есть, и смотрим их отношения. Итак, первая карта покажет состояние ваших отношений на сегодняшний день. Так, 3 позиции. Первая, вторая и третья. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Итак, состояние ваших отношений на сегодняшний день – это рыцарь мечей. Рыцарь мечей показывает довольно злого, строгого, агрессивного мужчину, с которым у вас, скорее всего, сейчас отношения, но он остается как лидером, что ли, в этой паре. То есть в любом случае этот человек занимает какие-то главенствующие позиции и может вести себя довольно дерзко. То есть он может ругаться, может, даже обзываться, говорить, что это вы во всем виноваты, кричать, выводить на скандал. Может очень резко себя вести, жестоко. И, соответственно, сейчас это для вас маята просто. Владимир Николаевич светит мне лучом прямо в лицо периодически со своего телефона. Вот. Смотрите, значит, раз такая ситуация произошла, что у вас такие отношения, то человек явно себя показывает уже как со стороны негативной, То есть, как будто бы он, не знаю, праведным гневом горит по отношению к вам. Окей, если вы узнаете, что у вас часто ругань в отношениях, что он такой весь такой сразу злой стал, такой весь колючий, значит, это ваша ситуация. Посмотрим, а что у него с соперницей. Что же у него сейчас с соперницей? Что он к ней чувствует? Рыцарь Пентаклей. А вот странная карта для каких-то любовных отношений. Она показывает ответственность, она показывает такое спокойное отношение, не очень-то романтичное. Вообще, судя по карте, человек скорее злой, чем романтичный. И, может быть, вы завели отношения с человеком, который изначально-то не очень хороший человек, Или хороший человек, но не умеет явно выражать свои позитивные эмоции, а только негативные. И к ней-то у него тоже такое... прохладненькая, я бы сказала. Есть ответственность, есть даже серьезный настрой, может быть, или они работают вместе. Вот, как-то, знаете, такое, как дружба, или более такое спокойное и ответственное отношение. А может быть, она ждет от него даже финансовых вложений, он об этом знает. Мысли у него о сопернице, рыцарь кубков. Смотрите, у нас одни рыцари. Я впервые за 100 лет вытаскиваю подряд 3 рыцаря. Это очень интересно. Рыцарь кубков на мыслях показывает, что она тоже от него требует каких-то любовных эмоций, вложений эмоциональных в отношения. И, соответственно, может быть, у нее даже есть еще один мужчина, потому что
Видите, два рыцаря подряд на нее, на их отношения, да, то есть тот человек, которого вы загадали, он почему такой агрессивный? Он понимает, что там тоже все нечисто, и, скорее всего, и по работе они, наверное, все-таки связаны, да, и каким-то образом по деньгам, и что у нее-то есть еще один мужик. Так. Что у него, какие намерения к этой сопернице? 15-й аркан использовать. Что-то он ее использует, что-то он даже, может, хочет ей как-то злобно отомстить. Он ее подозревает, скорее всего, в нечестности. И также понимает, что, возможно, с ее стороны была черная магия, потому что он себя неестественно как-то ощущает и не сильно-то прям романтично, знает, что это она требует от него чувств и романтики, но он не видит в себе желание эту романтику проявлять, и 15-й аркан, скорее всего, показывает, что он что-то от нее черненькое такое подозревает, во-первых, а во-вторых, хочет ее именно использовать. То есть тут нет искреннего-то отношения, да? Интересно. А магичила ли она на него на самом деле? 6 пентаклей. Скорее, она очень хотела от него каких-то больших денег, вот так. Туз кубков. Ну да, тут могла быть магия, вызывали любовь, чтобы он давал деньги. 3 жезлов. Были большие планы на будущее. Что-то могло быть, но небольшое, я бы сказала. Чтобы вызвать в нем чувство, чтобы он давал деньги. Вот. Я почему-то какое-то использование вижу. Уйдет ли он к ней от вас? Хотя такой, если по рыцарю мечей, если честно, такой злой, лучше бы он, наверное, свалил все-таки. Если вот так, я бы могла бы посоветовать, чтобы лучше бы он ушел. Ну, может, он кормилец у вас там, да? Куда вам, мол, деваться, там, может, с детьми, или вам жить, может, негде там, или еще что-то. Но уйдет он к ней или с вами останется. Вышла карта мага. Он, знаете, такой себе на уме. Он только эгоист, он где ему удобнее живет. 8 пентаклей. Он, скорее, с ней так и продолжит работать. Ему, наверное, с вами поудобнее будет то, что не менять обстановку. Ему не нравится сейчас то, что вы, наверное, все знаете и грызете его. Вот. И он в ответ начинает быть очень агрессивным, отбиваться. А если бы вы его не трогали? А стоит ли оставлять все как есть? Ну, уж гарем получается, да? Нет. Карты говорят, не стоит. То есть вы должны как-то все равно требовать. Вообще лучшее место ему это уйти от него. Ему было с вами очень удобно и хорошо, да? А тут он хочет остаться с вами, а с ней работать и типа использовать ее. А по 13-му аркану, во-первых, и принимать это все не надо терпеть, да? Во-вторых, уйти это лучшая для него месть, и может он что-то осознает. Вот давайте посмотрим, если вы уйдете, он что-нибудь осознает вообще или нет? Ну, будет время, пройдет время, пока он осознает. Но по 10 кубков у вас после этого действительно могут восстановиться отношения, но не сразу, я вам скажу. То есть нужно время, чтобы у вас действительно восстановились отношения, да? То есть все-таки ему нужно длительное время, чтобы вообще осознать эту ситуацию, что происходит и так далее. Вторая позиция, что у вас сейчас в отношениях? 9 жезлов. Ну, во-первых, по 9 жезлов человек может очень отпираться, что он виноват, там, да, наоборот, говорить, я не виноват ни в чем, и вообще у меня никого нет, вот. Или если есть, то, ой, бес попутал, ой, да это меня там окрутили, обманули, там еще манипулировали, черную магию наводили, то есть он прям спирает на кого-то свое чувство вины, да, во-первых. Во-вторых, это состояние такое, что эти отношения нуждаются в защите, и вы как-то встали либо на защиту отношений, либо вы очень сильно оградились от партнера, когда узнали, что у него есть другая женщина, и теперь не подпускаете его к себе. Либо по каким-то другим причинам защищаетесь от него и не подпускаете его к себе. Ну, может, он агрессивный, например. Хорошо. Карта говорит, что либо защищают отношения, либо защищают себя от этих уже отношений. Но человек явно не хочет признавать свою вину. То есть он такой тип, да, что если он даже есть любовница, он не признается, что он виноват. Он все что угодно готов признать, и черную магию, что угодно, лишь бы он не виноват был. А давайте посмотрим, а была ли на него черная магия. Может быть, и правда была.
4 жезлов. 4 жезлов показывает, что все завязалось на празднике. Паж пентаклей. Было какое-то предложение. 3 мечей. Это предложение вызвало почему-то либо обиду, либо очень большое огорчение. Или обернулось огорчением это предложение, да, расстройством большим. 9 пентаклей. Показывает корыстные отношения, да. То есть эта женщина, скорее всего, этого человека окручивала или как-то на празднике, да, и могла сделать предложение какое-то, но в итоге это обернулось какой-то очень большой печальной историей. Но у нее именно корыстное отношение. Либо это, если про жену, да, допустим, ваша соперница жена, то специально устраивала какие-то вечеринки, праздники, чтобы, может быть, опаивать этого человека. Или давала ему какие-то предметы, которые в итоге вызывали в нем действительно чувства. Но это она уже делала, чтобы типа спасти отношения. Может быть, тоже знала про вас. Вот. Давайте посмотрим, что он чувствует к сопернице. Башня. Башня. Тут что-то серьезное, тут плохо все. То есть, возможно, человек знает, что соперница гадкая и использовала его в корыстных целях. Что-то случилось между ними. Может быть, либо он узнал о ней какую-то очень страшную информацию, либо между ними вспыхнул ужасный скандал с дракой, либо он уже ее бросил, да, и вот поэтому башня падает, что между ними разрыв. Ну, как бы рухнуло все у него в чувствах-то, рухнул он не просто рухнул, он в бешенстве от нее, если честно, она его очень сильно раздражает. О чем он думает по отношению к ней? Колесница, что он хочет уехать от нее, отделиться, быть подальше, сделать все, чтобы она его никак не касалась, не трогала, вот прямо умчаться от нее вдаль просто. То есть там кризис отношений, ну, точнее разруха, да? Какое у них будущее отношений? Здесь у нас иерофант. Но это надо сейчас тогда уточнять. Колесо. 5 кубков. Карты показывают, что он ей чем-то должен, но уедет от нее действительно, или как-то все поменяет, чтобы быть подальше, и будет большое разочарование. Что у него в намерениях к ней? Выпала, значит, получается, королева жезлов, которая показывает, что все сама. Ну, или как, он будет, она соперницей ей выпадает, значит, это вы, да, что будет с вами, допустим, вместо нее, да, а ты сама, вот так. Так, ну, хорошо. Уйдет ли он к ней или останется с вами? Давайте посмотрим. 8 мечей. Да, он от нее уйдет и останется с вами. Вот. Видите, 6 мечей. Он прям хочет уехать. Вот именно слово уехать здесь идет. То есть здесь не какое-то другое, да, а именно уехать. Быть далеко от нее, подальше от нее, на расстоянии от нее. Мне кажется, вот что-то вот такое. Ну, как бы человеку хотелось бы от нее свободы. Вот. Ну, вот такой интересный получился 2 расклад. Хорошо. 3 расклад. Значит, что у него с соперницей? Ваши отношения сейчас – это отшельник. Карта показывает одиночество. То есть, по сути, вы сейчас сталкиваетесь с человеком, который ничего не хочет делать для этих отношений. Вы чувствуете себя отделенной, одинокой. Он тоже, кстати, чувствует себя одиноким. Может быть, никто из вас ничего пока не хочет делать для этих отношений. Может, вы расстались. Может, даже если вы вместе, отношения очень сильно скучные, рутинные. Или между людьми пауза, молчание, да, вот что такое. Вообще, отшельник действительно очень сильная программа одиночества. Очень часто показывает негативное одиночество. Хорошо. Что он чувствует к сопернице? Сначала смотрим, да? 7 мечей. Предательство. Он ей не доверяет. Он считает, она его обманула. Они друг другу не доверяют совершенно. Он думает, что она его, может быть, подставила чем-то. Или действительно наводила черную магию. Карта показывает, что также человек хитрит перед ней, да? То есть испытывает к ней интерес, но хитрит очень сильно. Что у него на мыслях к сопернице? Солнце.
Солнце показывает то, что он хочет, возможно, сделать ей какой-то подарок, чтобы больше доверять друг другу. Или даже съездить с ней в теплую страну, допустим, что-то сделать хорошее. Что у него в намерениях к ней? А вот тут жрица. Жрица показывает то, что вот эти мысли его, да, о том, что он хочет что-то для нее сделать, они искусственно вызваны. Действительно, скорее всего, тут и присутствует какое-то воздействие, да, но намерение пока как будто не сильно выражать себя, а подумать, что-то держать в тайне, может даже в тайне держать свои желания, сделать для нее что-то хорошее, подарок там увезти в страну в теплую или еще что-то. То есть пока об этом не говорить на самом деле. Но видно сразу по сочетанию карт, что от нее идет предательство, он ей не доверяет, и он знает, что она что-то делала. Делала ли она что-то, делала ли она черную магию, чтобы его там притянуть, приворожить и вообще вызвать эти чувства у него. Королева кубков. Десятка мечей, видите, прямо на могиле, да? То есть это делалось с помощью какой-то могини и на кладбище. Тут конкретно делалось, видите, на короля мечей, да? То есть воздействие. От женщины к мужчине воздействие через кладбище. То есть это четко карты показали. Прям знак от карт. То есть тут арсенал такой тяжелый, я вам скажу, тяжелая артиллерия, да, она делала действительно плохие вещи. Прям на могиле, скорее всего, с его именем делалась черная магия приворота. То есть она здесь не просто так появилась. Уйдет ли он к ней или останется с вами все-таки? Тут жезлов, он может к ней уйти. Извините уж, ну. Видите, он как будто бы хочет исцелить даже их как-то отношения. Он его прям тянет действительно к ней, наверное, на основе приворота. И по двойке мечей он долго будет выбирать между вами. А у него к вам остались чувства внутри, где-то в подсознании? Десятка пентаклей. Даже, я бы сказала, семейные чувства, желание быть в семье с вами. Шут. Может быть, у вас общий ребенок. Ну, или хотелось бы, на самом деле, возродить, обновить семейные отношения. Или быть действительно с вами в семье, чтобы дети были, вот такое. То есть, на самом деле, человек вас любит. Но пока карты склонны считать, что на основе черной магии, скорее всего, он может уйти к ней, потому что очень хочет прям что-то ей сделать хорошее. Но он хочет, но это искусственно вызвано. И на самом деле он вас любит. Вот так. Ну, такой ответ у нас по третьей позиции. А всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Пишите свой отзыв об этом видео, понравилось ли вам. Хотите ли вы еще что-то узнать про любовные отношения. И до новых встреч.